В эфире еженедельная информационно-аналитическая программа «События недели». Я ее ведущая Елена Лова. Здравствуйте. 20 лет назад на пороге своей квартиры был убит крупный ученый-кавказовед, государственный и общественный деятель Абхазии Юрий Воронов. О выдающейся роли, которую он сыграл в жизни Абхазии, в развитии ее науки и культуры, в национальном движении и в строительстве независимой республики мы поговорим с гостем студии. А пока давайте вспомним о наиболее заметных событиях уходящей недели. МИД Абхазии выразил протест молдавской стороне за инцидент в аэропорту Кишинева, когда члены делегации из Абхазии во главе с вице-президентом Виталием Габне были задержаны, а потом депортированы из Молдовы. Напомним, абхазская делегация участвовала в торжественных мероприятиях в Тирасполе, приуроченных к празднованию 25-й годовщины образования Приднестровской Молдавской Республики. Внешнеполитическое ведомство республики считает эти действия в отношении высоких должностных лиц Абхазии недопустимыми и дискриминационными и обращается с призывом к международному сообществу дать объективную оценку произошедшим событиям и повлиять на недопущение в дальнейшем подобных провокационных действий молдавской стороны. С ноября в Абхазии начинается всеобщая диспансеризация населения. Об этом объявил министр здравоохранения республики Анзор Гов на встрече с главврачами медицинских учреждений 7 сентября. На первом этапе это будет скрининг, медицинские исследования групп населения, выявление факторов риска. По результатам обследования будет заведен паспорт здоровья, а все данные введут в электронную базу. Директор республиканского унитарного предприятия «Абхазчай» Астамур Отурба на пресс-конференции в Арсмира 7 сентября рассказал журналистам о ситуации на предприятии и в целом по отрасли. Он также заявил, что премьер-министр Артур Миквабия потребовал у него долю в размере до 30% от капитала ООО «Абхазчай». Глава Кабмина уже ответил на обвинения, назвав их ложью и провокацией. Артур Миквабия намерен подать иск за клевету на Астамура Отурба. Заявление об этом премьер-министр сделал на брифинге в тот же день. حوسو شيء برفين يشقصو يبحث بسني يلي بيتاش بالسيف تمام حوسو رسال ورخور ناس حوسو يتصحوا بيه حوسو رسال ورخور ناس يوتو خاص قوشي هدوها سو تاس يوزر كورت كياسنا يرى حوسو يحس شو دينك زوبرت بيه. Хочу поставить вас и общественность республики в известность, что я категорически отвергаю все прозвучавшие в мой адрес домыслы и обвинения, в связи с чем я завтра намерен подать соответствующий иск. Хочу также обратить внимание, что заявления Отурба ангажированы и носят явно политический подтекст. День Абхазии масштабно отметили в Москве. На одной из самых популярных общественных площадок российской столицы, ВДНХ, состоялся яркий праздник. Красочное шоу и изысканная музыкальная программа мероприятия для многих стала сюрпризом. Лучшие артисты Абхазии вышли на сцену Зеленого театра, чтобы поделиться своим творчеством с москвичами и гостями столицы и поздравить их с Днем города. В первый день окончания парламентских каникул 8 сентября президент Рауль Хаджимба встретился с депутатами парламента. Глава государства сообщил, что проект бюджета на 2016 год практически готов и будет представлен депутатам. Собственная доходная часть бюджета в 2016 году должна составить 5,7 миллиардов рублей. Около 500 миллионов рублей будет заложено на программы развития малого бизнеса, сельского хозяйства и туризма. Спикер Народного собрания Валерий Бганба рассказал о планах работы парламента на предстоящий год. В этот же день глава государства отправился с рабочей поездкой в Ачамчирский район и посетил объекты социального и промышленного назначения. Рауль Хаджимба успел побывать в селах Адзюбжа, Кынт, Ктамыш, Путол, Пуада, Губ и в Илорском храме. Президент пообщался с местными жителями и узнал о первоочередных нуждах. Одна из них – водоснабжение. Планируется использовать артезианские скважины для автономного снабжения сел водой. Президент посетил школы, тепличные хозяйства, несколько предприятий, в их числе аквафуд, по производству корма для рыб и пансионат «Эвкалиптовая роща». Завершилась рабочая поездка Рауля Хаджимба встречей с активом в селе Губ. В среду президент Рауль Хаджимба провел пресс-конференцию и ответил на многочисленные вопросы журналистов. Он, в частности, отметил, что в первом полугодии 2015 года удалось перевыполнить план исполнения государственного бюджета по доходам на 3,5%. Республиканский бюджет на 2016 год составит более 9 миллиардов рублей. Комментируя заявление руководителя Абхазчая Астамура Отурба, который обвинил премьер-министра Артура Миквабия в требовании так называемых откатов за содействие финансированию предприятия, президент сказал, что правдивость сказанного Отурба придется доказывать в суде. Рауль Хаджимба отметил, что оптимизация штатной численности госаппарата продолжается. Денег на запуск
запуск Сухумского аэропорта у государства нет, нужны инвестиции. А предусмотренные договором о союзничестве и стратегическом партнерстве с Россией соглашения будут заключены, сказал президент. 60 тысяч общегражданских паспортов Абхазии, изготовленных российским предприятием «Гознак», завезены в республику. Об этом первый вице-премьер республики Шамиль Адзенба сообщил на брифинге. По его словам, практически завершен ремонт в паспортных столах. Первая выдача начнется в октябре. Остается дождаться поставки нового оборудования, после чего начнется монтаж электронной системы. Уже затем стартует пилотная выдача паспортов. В течение 2-3 недель привезут оставшиеся 240 тысяч паспортов. Из них 50 тысяч – вид на жительство и 190 тысяч – это внутренние паспорта. Сохранение самобытности древнего абхазского этноса – одна из главных целей проходившей в Сухуми 8 и 9 сентября стратегической сессии «Культура Абхазии. Актуализация и сохранение». Выступившие отмечали, что сохранить историко-культурную идентичность в условиях современного мира непросто, но необходимо. В течение 2 недель представители правительства Абхазии, бизнеса, абхазские специалисты, ведущие российские эксперты и практики в сфере культуры и искусства обсуждали вопросы комплексного социокультурного развития государства и приоритеты культурной политики на 2016 год. В рамках сессии состоялась акция «Ночь мирового кино», где на разных площадках были показаны кинофильмы, получившие мировое признание. 9 сентября в Абхазии вспоминали талантливого поэта, переводчика и журналиста Александра Бардадыма. В первые дни Отечественной войны народа Абхазии Александр приехал сюда в качестве корреспондента. Он присоединился к отрядам добровольцев, которые через горные перевалы пришли в республику, чтобы сражаться за ее свободу. В походе Бардадым написал стихотворение «Над грозным городом раскаты», ставшие гимном добровольцев. Александр погиб 9 сентября 1992 года. Ему исполнилось бы 49 лет. Поэта похоронили в Новом Афоне. Посмертно Александр Бардадым награжден орденом Леона. В 1993 году вышел посмертный сборник его стихов «Прорваться за грань». Члены правительства на очередном заседании в четверг утвердили Дмитрия Осия заместителем начальника Государственного управления связи и массовых коммуникаций. Выделили земельные участки в разных районах Абхазии под строительство санаторно-курортных объектов, а также многофункционального делового центра в Сухуми. Предоставили частным компаниям право пользоваться участками недр в пойме рек Мокпа и Бзыб. 5 проектов межведомственных соглашений между Абхазией и Россией обсуждались без участия журналистов. Эти проекты соглашений в области медицинского страхования, обеспечения лекарственными препаратами, о финансировании расходов на модернизацию абхазской армии, об объединенной группировке войск Абхазии и России и о совместном информационно-координационном центре органов внутренних дел двух стран. Круглый стол, посвященный памяти Юрия Воронова, прошел в Общественной палате Абхазии 10 сентября. В канун 20-летия убийства видного политического деятеля, знаменитого ученого, кавказоведа, о нем вспоминали его друзья, коллеги, соратники, говорили о значительном вкладе Воронова в развитие археологической науки Абхазии. Воронов написал более 500 научных работ, около 50 монографий. Большое количество его научных отчетов в ОБНИ сгорели во время войны 1992-1993 года. 11 сентября почтить память Юрия Воронова и возложить цветы к его могиле в сквере перед Абхазским государственным музеем пришли руководство страны, родные, друзья, коллеги, ученики сухумских школ. Это были основные новости недели, а сейчас вернемся к главной теме нашей программы и поговорим о роли Юрия Воронова в истории Абхазии. Гость нашей студии сегодня – друг и соратник Юрия Николаевича, академик Олег Бгажба. Здравствуйте, Олег Хухудович. Здравствуйте. Олег Хухудович, вчера общественность вспоминала Юрия Николаевича Воронова. Давайте посмотрим сюжет, как это было, а потом приступим к нашей беседе. Хорошо, спасибо. Абхаз с русской фамилией. Так говорили про Юрия Воронова его друзья и сподвижники. Выдающийся ученый-кавказовед, государственный и общественный деятель, один из лидеров национально-освободительного движения абхазского народа, был ближайшим соратником Владислава Ардзенба. Он был, будучи активным участником этих процессов и участником также и вот такого движения Айдгылара, который потом и создался общий политический такой комитет, совет, где и русская община, армянская, и другие общины, которые поддерживали абхазское движение и противостояли грузинскому. А вот Юрий Николаевич был вот в этом активе.
Параллельно с общественной и политической деятельностью профессор Юрий Воронов не забывал и про науку. Его исследования внесли огромный вклад в изучение истории Абхазии, начиная с каменного века и вплоть до позднего Средневековья. Результаты этих исследований давали ему возможность отстаивать самобытность абхазского народа на любом уровне, что Юрий Николаевич с успехом и делал. До сих пор «Белая книга Абхазии», в числе составителей которой Юрий Воронов, является одним из главных научных документов новейшей истории нашей страны. Его труды, сколько бы времени не прошло, они своей актуальности не утрачивают, тем более, что сейчас уже активно они издаются вновь и становятся в форме уже собрания сочинений доступны для широкого читателя. И в принципе за счет энциклопедичности своих знаний, за счет ежедневного кропотливого труда он достиг очень высоких результатов, которые оценены не только в Абхазии, даже не только на Кавказе. Он широко известен и в российском сообществе ученых, и за рубежом. Юрий Воронов очень болезненно воспринимал разрушение памятников истории и культуры. Велики его заслуги в сохранении культурного наследия Абхазии, чем он занимался постоянно, не жалея сил и собственных средств. Близкий друг Юрия Николаевича Зураб Бадзенба вспоминает, как они вместе неоднократно организовывали экспедиции. Мы с ним прошли не 1 километр по нашим горам. Я видел человека надежного в любое время, с любыми, даже ради жертвуя своими какими-то делами, он мог для друга и для товарища сделать все. Это самые искренние, самые теплые воспоминания о нем остались. И мне больно сегодня, что Абхазия потеряла такого патриота. Юрий Николаевич обладал огромной работоспособностью, редким умом и сильной волей, привлекая к своим идеям сердца множества людей. Жизнь его трагически оборвалась 11 сентября 1995 года. Он был злодейски убит на пороге своей квартиры, на глазах жены и сына, и убийцы до сих пор не пойманы. Почтить память ученого вместе с коллегами и друзьями Юрия Николаевича к его могиле пришли президент Рауль Хаджимба, вице-президент Виталий Гапния, премьер-министр Артур Биквапия, представители общественности. Человека, ученого, гуманиста, волю судьбы ставшим политическим гением. Он был патриотом Абхазии. Как символ преемственности поколений, 3-я Сухумская средняя школа носит имя Юрия Воронова. Каждый год ученики школы приходят к могиле ученого. В этом году Юрию Николаевичу исполнилось бы 72 года. Его труды являются ценнейшим архивом и постоянно переиздаются. За свои заслуги перед Родиной Юрий Воронов посмертно награжден орденом Ахтзепша первой степени. Нала Мукба, Эльдар Дамиров, Абхазское телевидение. Олег Хухутович, вы дружили с Юрием Вороновым, много с ним общались, работали. Расскажите, как и где вы с ним познакомились? Познакомились мы 60 лет тому назад примерно. Но это уже большой промежуток времени. Познакомились в семье, где я жил, у Андрея Максимовича Чочева, известного просветителя, государственного общественного деятеля, где мои родители жили. Пришла, Светлана Васильевна Воронова, это мать его, Юрия Николаевича, Юры, и привела его в этот дом. Я, как сейчас помню, он был худой такой, высокий уже, и в тюбетейке. И сказала, познакомьтесь. А почему он попал к нам? Он учился до этого в Цибельдинской школе, а сейчас переходил в 3-ю школу. В этот момент и познакомились мы. В 3-й школе я тоже какой-то момент учился. Эта школа сейчас носит имя Воронова. А знакомые наши семьи были давно. Есть даже фотография, где они в конце 20-х годов 20 века на буйволе, на арбе буйволиной, сидят дедушка мой, Андрей Максимович, его супруга Александра Владимировна Сигинская, мать моя Татьяна, и Светлана Васильевна, ее сестра, в общем, целая арба людей. И все это там в Цибельде на Ясочке. Наша дружба продолжалась до самого последнего момента. Мы были очень близки, делили все радости и горести.
Ну и творчески сотрудничали. Убийство Воронова – один из самых трагичных эпизодов новейшей истории Абхазии. Обществу до сих пор неизвестно, почему заказу было совершено политическое убийство. Но сегодня давайте поговорим о научном наследии Юрия Николаевича. С удовольствием поговорим, потому что иногда вот в последнее время что-то его не всегда даже московские коллеги цитируют, иногда наши тоже забывают. Вот это полезно напомнить, да, конечно. Что он сделал. В Ленинградском университете он занимался изучением Древнего Египта. Ну да, Восточный факультет он окончил. Но приехав в Абхазию, он занялся активно изучением могильников апсилов. Почему? Да. Ну, вы знаете, видимо, он был так привязан к своей земле, где он родился, к Абхазии, а конкретно к Цибильде. И он уже, вы знаете, с 5-летнего возраста, с 1945 года примерно стал какое-то отношение иметь к археологии. У него мать археолог, да? Она художник была в археологической экспедиции, которая изучала как раз вот эти погребения. И он, естественно, там вот эти артефакты, вещи, он приносил к ней, трогал их, общался, там видел погребения. И он как бы считал их своими предками. Вот это древних апсилов, древних абхазов, значит. И вот это, видимо, дух этих могил, апсилов, его и как бы притянул обратно. А то он на высоком там котировался, высоко котировался как египтолог, и я уверен, если бы он стал им, то давно уже был бы академиком как раз вот российского масштаба. Спектр научной деятельности Юрия Николаевича был очень широк. Да. Расскажите об этом. Широк был. От палеолита, особенно большие его достижения касаются эпохи поздней бронзы, раннего железа, античности и раннего средневековья. Вот, причем значение его работ не местного характера. Все памятники и церкви, и крепости времен вот этого Цабала, Цибилиума, они до наших раскопок, до раскопок Юрия Николаевича, они датировались IV-VI веком. А после вот раскопок Цибильдинской экспедиции, они стали датироваться четко 30-ми годами VI века. Вот это. И крымские археологи сказали, что мы вашу датировку принимаем. Потом вот идентифицировал он Великий Шелковый путь. Эти ответвления проходили именно через Абхазию. Это до него никто не говорил, и мы нашли, значит, бусину с китайскими иероглифами. У Юрия Николаевича сохранился богатый личный архив. Скажите, удалось ли его систематизировать? Ну, богатый личный архив, безусловно, у него остался. И был такой грант российско-абхазский. Завершился он 3 года назад. И, значит, московские археологи, я, Светлана Владимировна, его вдова, и Аркадий Джопов, директор музея, вот и я, значит, мы систематизировали его архив. И к чему мы пришли? Значит, одну книжку уже издали, «Абхазская Атлантида», по-моему. Брошюра такая, не опубликованная, такая брошюрка получилась. Потом набрана, уже в готовом виде к изданию, набрана еще книга одна «Аргонавты сходят на берег». Это тоже неизвестная книга. И еще мы должны издать его комментарий к Плинию Старшему, где впервые упоминаются наши древние предки. Это в I веке, древние апсилы. У Юрия Николаевича, кстати, во время войны, помимо всего того, что он опубликовал, и то, что мы публикуем, еще 1500 страниц его отчетов научных сгорело. Каждый из которых являлся, ну, очень такой законченной и хорошей статьей.
научное наследие параллельно издается. Вот мы туда тоже в комиссию входим, где ряд московских археологов, известных его коллег, друзей. Мы тоже выпустили 7 томов. Они довольно-таки крупные. И 5-й уже вот-вот мы дадим, еще 2 осталось. В 1985 году Юрий Николаевич получил степень доктора исторических наук в Москве, вопреки сопротивлению Тбилиси, отрицательным отзывам, которые оттуда шли. Вы помните этот период? Как происходило это событие? Расскажите. Значит, это целое событие не только вообще для нас, а событие было и для Москвы, потому что такой защиты, я сам там учился в аспирантуре, я знаю, что такой защиты вообще никогда не было. Потому что она шла 6 часов. До защиты пришло письмо из ЦК Компартии Грузии на ученый совет. Руководил им академик Рыбаков. Они требовали, чтобы защита не состоялась, а значит, его работу отослали в Тбилиси на предварительное рецензирование. На что Рыбаков сказал, что вот эта работа прошла всю процедуру, которая необходима для защиты, и она состоится. Оппонировать приехало 2, но привезли с собой 14 отрицательных отзывов. И Юрию Николаевичу пришлось отвечать, и так здорово, что все были в восторге. Там же полный зал был. И вот Фазиль Искандер, кстати, есть фотографии, где там он был, там все, и все переживали за него. Ожидал ли Юрий Николаевич вот такого давления со стороны? Ожидал. Диссертация на какую тему была? Докторская диссертация была так, называлась «Восточное Причерноморье» или «Западное Закавказье», или «Восточное» в Железном веке. Там, значит, рассматривалась материальная культура, то есть хронология, интерпретация памятников, начиная от 8 века до нашей эры и 8 век нашей эры. Причем он на материалах Абхазии он создал хронологическую шкалу, которая сейчас пользуется, узкую хронологическую шкалу вот этого позднебронзового, раннего железного века, и он интерпретировал памятники. Это очень важно для археологии, хронология и интерпретация. Юрий Николаевич не готовил себя к политической деятельности. Но как так вышло, что он оказался в гуще общественных и политических событий, стал не только известным ученым, но и одним из самых авторитетных политических фигур в Абхазии? Ввиду того, что он историк-археолог, он давно окунулся в эту политическую жизнь и политическую борьбу, потому что, если вспомните, у нас война началась, воевали сперва историки на страницах, а потом уже все это перешло в войну. Еще в 1978 году выпустил книгу «В мире архитектурных памятников Абхазии». Это, представьте, то время ни один из нас бы так бы не смог написать. Он в предисловии написал, что единственными аборигенами Абхазии являются абхазы. Грузин вообще там нет. Это вызвало такое возмущение у грузинских историков и вообще общественности, что они эту книгу жгли. А вот вы спрашиваете, как он в политику вошел. Вот когда были выборы в первый парламент знаменитый, как говорят, его величают, золотой парламент, к Юрию Николаевичу, я помню, при мне подошли ребята с нашего института абхазского и попросили его, чтобы он баллотировался от Пицунского округа. Но так как, знаете, что у него в генах это была еще, текла кровь его предков, это революционность, это высочайшая культурность. Потом он всегда был справедливым человеком, он боролся за абхазский народ. Он себя считал, я думаю, такого больше абхазца не было, чем Юрий Николаевич. Вот. Иногда он говорил то, что мы не могли говорить. Не осмеливались. Да, не осмеливались. И я что помню, он, не задумываясь, согласился. Предвидел ли он начало грузино-абхазской войны?
он, как и мы все, тоже конкретно, вот дату мы не знали, но, безусловно, он чувствовал это. Он видел, вместе мы общались, там ходили по городу, там где-то люди, где-то, значит, забастовки проходят, там столкновения, там все это нагнеталось. Конечно, это пахло войной, и он чувствовал. Во время войны он фактически возглавил информационную борьбу за он Абхазию. Очень и он проявил себя как потрясающий оратор, он много выступал на разных площадках. Ну вот, я не знаю, вот сейчас вот вы давали материал архивный, что он тогда говорил, это можно и сегодня было слушать. По отношению к России он надеется, что они будут, в общем-то, не делать блокады тогда нам, а помогать как-то. Ну, там помощь шла, но разная Россия была. Была Ельцинская Россия, потом Путиновская Россия. После окончания грузино-абхазской войны делился ли он с вами мыслями о будущем Абхазии, о том, по какому пути она должна идти? Я знаю о том, что он говорил, что перед Абхазией стоит новая опасность, это испытание победой. Он это говорил, и это, собственно говоря, мы тоже понимали, но и это важный момент, когда ты видишь, знаешь, кто враг твой, вот, борешься, побеждаешь, ты потом победил, упоен победой, а вот потом, вот самое тяжелое потом начинается. И вот мне кажется, что уже прошло более 20 лет, то мы никак не можем, значит, вот, прийти в какое-то стабильное состояние. Все время нас какие-то моменты лихорадит. И вот уповая на то, что вот мы, вспоминая то, что предостерегал нас Юрий Николаевич, вот мы должны это все учесть и сделать так, чтобы было бы нормально. Какой он был в быту? Поделитесь какими-то эпизодами. Ну, в быту он 15 лет я с ним был в экспедиции. Можно сказать, это и есть быт, там проверяется человек. А для Абхазии она была как Цибельдинская экспедиция, как народная. Туда приезжали люди. Почти я всех абхазцев там был. Не только абхазцы, там и греки приезжали, армяне, грузины тоже приезжали, смотрели. Туда приезжал и Евтушенко с Полом Винтером, который Ecological Jazz возглавлял. Экспедиция это не просто, это нужно, чтобы люди питались, где-то спали, где-то там. Он очень был внимательный. Вы знаете, что в моей жизни это самые счастливые месяцы, годы. Вот общение с ним, его забота, внимание. Он ни минуты без дела не сидел. Эдисон в свое время сказал, да, талант это значит 99% труда, остальное уже один под другое. В период активной политической общественной деятельности удавалось ли Юрию Николаевичу заниматься археологическими изысканиями? Вы знаете, особенно не удавалось, но он писал статьи, его статьи некоторые вот во Франции вышли, потом, значит, еще на крупновских чтениях опубликовал одну статью. А так вот, чтобы вести раскопки, видимо, наше государство, да и сейчас ему, государству нашему, трудно субсидировать раскопки, но в какой-то мере она субсидирует. А тогда, видимо, и денег не было. Но был момент, когда вот Юрий Николаевич уходил в отпуск, вот это как раз было 20 лет назад, и Владислав Григорьевич, он пошел, заявление написал, и тот ему выдал на экспедицию 1 000 000 рублей, но тогда это 1 000 000, это не обесцененный, ну, какую-то сумму, достаточную, чтобы 10 дней провести раскопки. И вот он мне позвонил и сказал, я иду в отпуск, вот мне выделили деньги, поедешь со мной? Я сказал, поеду. Ну, его потом в этот день, ближе к вечеру, там, к 9 часам, потом не стало. Это для меня вообще шок был. В каком сейчас состоянии находится дом-музей Вороновых в Цибельде «Ясочка»? Ну, во время войны она была разрушена. Если говорить одним словом, но я более подробно скажу, это в ужаснейшем состоянии находится. Она является единственной на Кавказе усадьбой
сохранившийся пока еще. Есть какие-то проекты российско-абхазские, историко-культурного там, возможно, наследия. Есть же, вы знаете, есть это по музыке, по искусству. Почему нельзя как-то, чтобы как-то обратили на это внимание, вот и какой-то проект составили? Неужели не интересно и для той стороны, и для нашей стороны, для российской стороны? Неужели не интересно, чтобы сохранить это снова? Тем более оно находится под охраной памятников, относится к музею нашему. Но музей сам-то не может ничего сделать. Это должна быть помощь. Пока еще можно что-то сделать, пока можно, и вот я призываю вот как-то думать об этом. Будем надеяться, что государство наше изыщет возможности и возродит усадьбу Вороновых. Я хотела бы с вами на этом попрощаться. Я тоже с удовольствием вас поддерживаю. Спасибо, что пришли к нам в студию и ответили на наши вопросы. Спасибо. Уважаемые телезрители, я напоминаю, в студии был академик Олег Бгашба. А сейчас к событиям сегодняшнего дня. В Сухуми в конференц-зале гостиницы «Интер Сухум» прошла научно-практическая конференция-семинар «Актуальные вопросы развития аудита в России». С докладами выступили специалисты Аудиторской палаты России, объединяющие все крупные аудиторские организации страны. В работе научно-практической конференции приняли участие министр финансов Абхазии Амрак Варанзе и заместитель главы администрации города Сухум Леон Кварча. Подробности в репортаже Асиды Малия. Аудиторская палата России – некоммерческое партнерство, крупнейшее профессиональное объединение аудитов и аудиторских организаций. В России нет лицензирования аудиторской деятельности, то есть оно было на первоначальном этапе, затем оно было заменено на саморегулирование. Саморегулируемые организации разрабатывают стандарты, правила профессиональной деятельности, осуществляют контроль качества работы своих членов, аудиторов, и представляют интересы членов в отношениях с государственными органами. Процедура независимой оценки деятельности тех или иных организаций и проверка бухгалтерского учета крайне востребована. Если в России это направление развито, то в условиях Абхазии в настоящее время речь идет только о стадии становления. Министерство финансов имеет самое непосредственное отношение к этому, потому что является уполномоченным органом по выдаче лицензии, то есть является лицензирующим органом. На сегодняшний день у нас создан базовый закон об аудите, но, к сожалению, инструменты по его внедрению еще не разработаны, поэтому это вот ближайшая перспектива, которая нас ждет. Нужно отметить, что наличие качественного аудита в республике также способствует созданию благоприятного инвестиционного климата в нашей стране. Без наличия хорошо развитой системы аудита невозможно улучшение инвестиционной привлекательности республики и налаживание торгово-экономических связей с другими странами, в первую очередь с Российской Федерацией. Также совершенно очевидно, что для достоверного анализа финансово-хозяйственной деятельности предприятий и организаций республики действительно нужна хорошо отлаженная система аудита. В этом году местом проведения научно-практической конференции семинара Абхазия выбрана неспроста. Президент Центрального совета этого партнерства Александр Турбанов говорит о готовности делиться накопленным опытом и знаниями со своими абхазскими коллегами. У нас имеются контакты и с Казахстаном, и с Киргизией, и с другими бывшими советскими республиками. И мы посчитали, что пора выходить на контакт и с коллегами в Абхазии. Знаем, что руководство республики было бы заинтересовано в сотрудничестве с соответствующими российскими структурами. Мы готовы к этому подключиться и при необходимости оказать свою профессиональную методическую помощь. Научно-практическая конференция-семинар продлится 2 дня. Ее участники выступят с докладами о механизмах противодействия отмывания денег и финансирования терроризма, об основных аспектах независимых финансовых расследований, актуальных проблемах современной судебно-экономической экспертизы и многом другом. Асида Малия, Алексей Агухава, Абхазское телевидение.
Соревнования по джип-триалу ГУМА-2015 прошли в селе Каман Сухумского района. В автогонках по пересеченной местности приняли участие автолюбители Абхазии и Юга России. Соревнования прошли успешно, без происшествий. Победителями стали автолюбители из Сухума и Краснодара. Они были награждены медалями и ценными призами. Организаторами соревнований стал автоклуб «Аяйра» при поддержке Государственного комитета по физической культуре и спорту, Комитета по вопросам молодежи и спорта администрации Сухума, а также автомобильного сообщества «Джиперы Сочи». Данное мероприятие – это первое в Абхазии спортивное мероприятие такого плана. Решили начать карьеру автоспорта именно с джип-триала. Это дисциплина зрелищная, массовая, поэтому, я думаю, должно всем понравиться. Мы будем развивать это направление и побольше привлекать молодое поколение, любителей данного вида спорта. На сегодня это все. Спасибо, что были с нами. Увидимся на следующей неделе в это же самое время. До свидания.